В этом видео вы узнаете, что такое рокировка. Рокировка – это такой необычный ход, который можно сделать в шахматах. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Итак, вот мы начинаем партию. Играем e4, черный, допустим, отвечает e5, мы развиваем коня, черный развивает коня, мы развиваем слона, предположим, черный тоже развивает слона. Вот, и теперь белые могут сделать здесь рокировку. Значит, как она делается? Рокировка бывает двух видов. Рокировка в короткую сторону и рокировка в длинную сторону. Сначала мы рассмотрим рокировку в короткую сторону, а затем я покажу и в длинную тоже. Так вот, здесь белые могут сделать рокировку в короткую сторону. Переставив короля на поле G1, то есть не на одно поле, как он обычно привык ходить, а сразу на два, вот на поле G1. Именно так. А ладья при этом сместится на поле F1. Это будет такой ход, который называется рокировка. То есть они как бы поменялись местами здесь. То есть король на поле G1, а ладья на поле F1. И именно так, и никак иначе, делается рокировка в короткую сторону. Теперь давайте рассмотрим рокировку в длинную сторону. Вот, предположим, такая позиция и ход белых. Белые здесь могут сделать рокировку как в короткую сторону, что мы уже смотрели с вами, также могут сделать рокировку и в длинную сторону. То есть они могут пойти королем на c1, то есть также через одну клетку, а ладья при этом переместится на поле d1. То есть король идет на c1, а ладья идет на d1. Это рокировка в длинную сторону. Что вы еще должны знать? Что рокировка возможна только тогда, когда между королем и ладьей нету никаких других фигур, то есть когда эти поля абсолютно свободны. Также для того, чтобы сделать рокировку, ваш король и ладья, с которой вы хотите как бы поменяться местами, они не должны за партию сделать ни одного хода. То есть и король и ладья ходить не должны. Только тогда вы сможете сделать рокировку. Также рокировку нельзя сделать тогда, когда вам объявлен шах. Ну и для чего обычно делается рокировка? Рокировка обычно делается для того, чтобы обезопасить своего короля, то есть спрятать его в надежное место, и при этом быстро ввести ладью в игру. На этом данный видеоурок завершен.